Моя компания называется iTeam Group. Большая часть моего бизнеса – это траковые компании. Сегодня вот мы участвуем на самой большой выставке среднего и малого бизнеса. Trucking company is not the business where a lot of people are going to leave good reviews. Чисто ЗИЛ, КамАЗ, işte БТР. Дай мне любой вопрос, я из-за своего интереса найду решение. Очень хотелось бы поменять их жизнь к лучшему. Не нужно бояться работы, нету грязной работы, нету плохой работы. Наверное, одна вещь, которая нас всех объединяет – адамгерчилик. Вот. Пусть у всех американская, кыргызская мечта сбудется. Добрый день, наши дорогие телезрители. Мы начинаем и продолжаем наш цикл передач «Американская мечта». Сегодня мы в гостях бизнесмена, мецената, а также хорошего семьянина у Тимура Теленова. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как вы делаете? Хорошо, как сами? Как доехали? Спасибо. Хорошо. Да, классно. Добро пожаловать. Это мой дом. Здесь познакомимся с моей семьей, с моими детьми. И также большую часть времени я провожу здесь, в своем офисе дома. Ну, пойдемте. Добро пожаловать. Заходите. Спасибо. Тимур Теленов – меценат, дипломат, оратор и бизнесмен. Родился и вырос в городе Ош. Единственный сын в семье – Тимур и младшая сестренка Айнура. Окончил школу номер 3 имени Ломоносова круглым отличником. Многократный победитель олимпиад по нескольким школьным предметам. Основатель Kyrgyz American Consulting Company iTeam. А также Truck Company, имеет логистические сети компаний в странах Центральной Азии, обеспечивает работой свыше 50 сотрудников. Компания занимается миграционными правами, выбором профессии, поиском работы, налогами и другими вопросами. Занимается благотворительностью, оплачивает обучение наших соотечественников за рубежом, обеспечивает кыргызстанцев работой в Штатах. Женат, заботливый отец 4 детей. Главный спонсор и идейный вдохновитель проекта «Американская мечта». Совет от Тимура. Проводите больше времени со своими близкими, ведь в итоге все, что мы делаем, ради них. Из простого иммигранта в миллионеры. Обычный парень из Кыргызстана, приехавший покорить Америку 8 лет назад, прошел путь от официанта до успешного бизнесмена. 33-летний Тимур Теленов, владелец консалтинговой компании iTeam Group, представляющий широкий спектр услуг в сфере информационных технологий, в страховом и траковом бизнесе. В технологичном развитии, в бизнес-развитии мы очень сильно отстаем от западных стран, где в основном мото этих стран говорят: живем один раз, просто беги за своей мечтой, делай все, чтобы достичь своей мечты и развивайся. И сейчас мы пытаемся, вот все предприниматели здесь, кто в США, кто хочет хочет участвовать в социальной ответственности и взращивать новое поколение, умное поколение в Кыргызстане, мы все с ребятами твердим об одном: шансы есть, возможности есть. Сейчас совершенно другое время, сейчас мир открыт полностью. С приходом интернета, технологий и так далее, это стало все гораздо проще. Вот у меня сейчас сотрудники и в Бишкеке, и в Оше, и в Бишкеке, и в Оше сотрудники зарабатывают очень хорошую сумму. И это не только потому, что я им дал такую возможность, а потому что они сами сделали все, что в их руках. Они учили английский, они познавали какую-то сферу, в которой мы сейчас задействованы. И я считаю, что они в какой-то степени бежали за своей мечтой. Вот, мы приехали в один из наших офисов. Офис находится в Алсеп, Иллинойс. Это где-то 20 минут от Чикаго. Это один из 7 офисов нашей компании. И добро пожаловать! Моя компания называется iTeam Group. Мы занимаемся консалтингом, менеджингом и инвестициями.
Под нами есть около 6 компаний в одной группе parent компания. Это IT Consulting Agency, которая занимается непосредственно консалтингом и менеджингом в сфере логистики и трекинга. Hero ELD – это наша IT-компания, которая занимается решениями по IT для того же трекинга и логистики. Это Unusual Carriers – это наша траковая компания, которая занимается перевозками грузов по всей Америке. И 312 Insurance Solutions – это страховая компания, которая находит правильные решения для бизнесов и сводит их с правильными страховыми агентами. Небольшая кухня для сотрудников, для гостей, полностью оборудованная для удобства, чтобы люди не тратили время, не выезжали, если им нужно. То есть все для сотрудников, кофемашины и так далее. Здесь у нас наши профессионалы в сфере safety выполняют ежедневные задачи. Это то место, где чаще всего самый большой ажиотаж и кипиш каждый день. Так что вот наши девочки, Элина, Айтхул. Добрый день. Мой кабинет. Здесь чаще всего проходят какие-то встречи с клиентами тет-а-тет. Здесь это то место, где большая часть решений принимается, а именно в этом кресле, если честно, то в течение рабочего дня люблю минут 10-15 просто включить свет в лампе, включить лампу, выключить свет в комнате и, надев наушники, минут 15-20 полежать в этом кресле и просто подумать. И, честно говоря, в эти моменты приходят самые такие правильные решения. Лежишь, думаешь, когда никто тебя не трогает. И вот тот дзен, который нужно хотя бы в день один раз поймать и ощутить. Рабочее место сейчас у меня 2 монитора, раньше было 3, но их слишком много стало. И в целом здесь я провожу, наверное, 6-7 часов в день, работая и общаясь с нашими офисами в других странах. И это то место, наверное, где мы сейчас с вами будем вести беседу о бизнесе. Привет, Дима. Да, как раз это та комната, где у нас проходят в основном небольшие собрания по operations, по нашей деятельности, по тракам. Ну и диспетчера и аккаунтинг у нас сидит в таком-то помещении. Hi everyone, how are you guys? Just say hi, I guess. Эта часть у нас диспетчера, эта часть у нас fleet и аккаунтинг. Ну и небольшая комната для собраний, для каких-то конференций. Здесь мы проводим наши ежемесячные собрания, где мы подключаем все страны, все офисы по Zoom и обсуждаем какие-то планы на предстоящий месяц и обсуждаем, какие у нас были успехи и какие были ошибки в предыдущем месяце. То есть это то место, где мы делаем такой мозговой штурм ежемесячный. За прошлый год наша компания открыла 43 траковые компании. То есть мы непосредственно от А до Я открыли 43 компании, и многие с ними до сих пор сотрудничают с нами, некоторые ушли сами, но это просто говорит о масштабах рынка и о масштабах того, что происходило последние 2 года. Сейчас у нас уже так рынок утих, рынок спал. Мы не открываем настолько много траковых компаний, но теперь проблема в другом. Теперь проблема в выживании. Большая часть моего бизнеса – это траковые компании. Вот как мы приехали сейчас на парковку, мы занимаемся тракингом уже очень давно. В основном все делается траком, и на самом деле это гигантская индустрия. Большинство траковых компаний строится бывшими водителями, бывшими тракистами. И чаще всего ребята знают только одну сторону бизнеса. То есть они знают больше про диспетчерство, про грузы, как довести и так далее, но они забывают про другую львиную долю бизнеса, такую как государство, законы, compliance. Траковый бизнес входит в тройку самых регулируемых бизнесов в США, наряду с полезными ископаемыми, это добыча полезных ископаемых, это нефть, золото или там что бы то ни было бы, и наряду с
по-моему, с авиалиниями. То есть мы подотчетны большому количеству госагентств, с правилами которых мы должны быть in compliance. То есть мы должны быть, у нас должно быть все по полочке, у нас должно быть все красиво. Чем больше компьютеров, тем больше бузулат, тем больше ремонта жатасың, дилерге барасың, кымбат, а вот такие, которые чисто ЗИЛ, КамАЗ, иштеп кайта берет, да, простые. И что я вижу очень часто, это открывается компания, люди забывают про эту сторону, вкладывают энную сумму денег, начинают свой бизнес, через 2, 3, 5 месяцев они начинают делать определенные ошибки по комплайенсу, к ним приходит аудит, будь то это со штата, будь то это федеральный аудит, и начинают проверять их бумаги, их документооборот и так далее. Да. И в связи с тем, что человек не знал, как это все правильно вести, чаще всего эти компании закрываются. Их или закрывают, или выписывают огромные штрафы, которые компания просто не может оплатить. Да, это большие деньги, но это и большие расходы. Все делают деньги, ты делаешь деньги, водители, то это гораздо ценнее и лучше, нежели иметь компанию 100 траков, но где ты еле-еле сводишь концы с концами, где сотрудники недовольны или где тебе приходится обманывать твоих водителей. Поэтому цифры это не главное. Главное отношение и главное, какая у тебя репутация будет на рынке. И вот так вот мы сейчас уже нарастили гигантскую базу. У нас обслуживается свыше 4000 траков с нами. И мы еще ни разу не давали рекламу. Пока что мы рекламу давать не будем, потому что мы все еще находимся в той стадии, где, и надеюсь, это будет очень долго, мы в той стадии, где репутация нас опережает, хорошая репутация, и люди хотят с нами работать. iTeam — это Айгуль и Тимур. Супруга Айгуль поддерживает во всех начинаниях, а ведь именно вера в свою вторую половинку и поддержка близких, по мнению героя, это и есть залог счастья в семье. Заботливый отец 4 замечательных детей любит узнавать все больше в бизнес-маркетинге. Итог огромных стараний и стремлений — построил благополучную карьеру и личную жизнь. Когда у тебя рождаются дети, когда у тебя семья, у тебя такая небольшая дилемма, где вроде бы теперь на тебя ответственности больше, нужно работать больше, зарабатывать, обеспечивать семью, особенно в Америке, хорошие школы, хорошее питание, одежда, и ты хочешь, не хочешь, начинаешь уже думать о карьере или о работе для того, чтобы обеспечивать уже не только себя и супруга, а уже всю семью. В этот же момент ты понимаешь, что время летит быстро, и хочется провести как можно больше времени с детьми. Вот моим близняшкам уже будет 3 в этом году. Я прекрасно помню тот день, когда они родились, когда я первый раз на руки их взял. Вроде бы это было недавно, но сейчас им уже почти 3 года, и я рад, что я максимально времени провожу с ними. Я действительно очень часто, любое свободное время, все мои друзья это знают, то, что я бегу домой к детям. И видя, насколько они вырастут, просто я вот сейчас одну вещь понял. Когда они пойдут в школу, у них уже своя жизнь. У них все, они уже дома находятся несколько часов. Ты утром их видишь, вечером их видишь, по выходным какие-то домашние дела. И все уже живут какой-то более-менее уже своей жизнью. Сейчас, когда они маленькие, мы их иногда не отпускаем в садик, мы просто лежим дома с ними в обнимку, дома куда-то в зоопарк поедем. Мы на выходные, они с нами целый день. И да, и в целом у нас гораздо больше времени сейчас с ними. Потом, если мы вот этот момент упустим, там, после 5-6 лет, это уже не вернуть. И мысли об этом как раз меня и сподвигнули к тому, чтобы уже уйти, наверное, в свободное плавание, уже заниматься полностью своим делом. В принципе, я и до этого был, так скажем, на свободном графике, но все равно были определенные обязательства перед определенными людьми. И не хотелось их подводить, поэтому и работал так много часов. И сейчас есть баланс между работой, между семьей, между друзьями. И все еще выстраивается этот баланс. Я не говорю, что он идеальный. Где-то случаются сбои, когда чуть больше времени проводится в определенном сегменте. Но в целом это такой вот процесс, в котором
мы познаем, что нам важно, процесс, в котором мы познаем, что нашим близким нужно, а может, моим близким не нужно, чтобы я был 24/7 дома. Может, им, ну, в хорошем смысле, не то, что там не хотят видеть, а у каждого, везде должен быть баланс. Вот в целом, в общем и целом, везде должен быть баланс. Я точно могу сказать то, что я уже набрался в разы больше опыта в сфере логистики, чем многие люди, которые занимаются этим по 10-15 лет. А все благодаря тому, то, что люблю свою работу, и мне вот это постоянный какой-то азарт, какой-то постоянный интерес узнать что-то новое. Ну, сегодня вот мы участвуем на самой большой выставке среднего и малого бизнеса по центральным регионам США. Это выставка, где принимает участие от 200 до 300 разных предпринимателей и бизнесов по нашему региону. Основная цель этой выставки и экспо для малого бизнеса. Для большинства этих бизнесов нужно найти хорошую клиентуру, нужно найти хороших партнеров и хороших инвесторов. Кто-то занимается франшизами, то берете наклейку франшизы, клеите, и встреча будет 10-40. То есть небольшой зал на втором этаже, где вы собираетесь, и люди рассказывают о опциях франшиз. Допустим, я очень часто хожу на social media маркетинг, это в 11:20. То есть я беру себе фиолетовую наклейку, клею себе, и это как бы это мой интерес в определенной теме. Мои партнеры и я очень часто поддерживают социальные проекты, и за последние 2 или 3 года я заметил то, что большая часть наших проектов была направлена на матерей-одиночек, на мам, которые сидят дома, сидят дома с детьми и не могут выйти на полноценную работу. И в основном все проекты, даже не все, большинство проектов, которые мы поддерживали за последние годы, они были направлены туда. И вот сегодня мы сейчас увидели вывеску, где написано то, что Smart Mom Gig переводится как подработка для умной мамы. Вот хотелось бы поговорить с оунером этой компании, спросить, что они предлагают. Our people from Kyrgyzstan, basically some entrepreneurs here, whether it's a flower shop or a trucking company or a company like mine. Сегодня мы побыли на одной из многих выставок по среднему и малому бизнесу. Как вы увидели, есть различные суперские идеи, которые даже для нас были очень такие новые идеи. И каждый пытается создать какой-то новый продукт, который мало того, что принесет деньги, но еще и облегчит жизнь какого-то предпринимателя или какого-то небольшого бизнеса. В каждом бизнесе бывает трудность. Были ли у вас тоже в бизнесе? О, да. Это трудности, конечно, они и сейчас есть, они и будут. Когда смотришь на трудности как на преграду, вот, если просто остановиться перед какой-то трудностью или перед каким-то порогом, ну, то точно далеко не уйдешь. Проблемы за последние 3 года были в основном с нечестными клиентами. Что именно говорю нечестными? Что я имею в виду? Это когда они приносят тебе какую-то задачу, но не совсем полностью раскрывают ее, зная то, что если я узнаю всю подноготную, грубо говоря, то я или откажусь, или наоборот цену другую скажу, или что-то еще может быть. Такого прям, что сбило с пути, пока что не было. Ну, дай бог не будет. Если что-то будет, то примем это как новый вызов. Мы вместе с ребятами добились очень много чего. Мы были таким сплоченным, отличным коллективом, где каждый знал свое поле ответственности, и мы быстренько развили эту компанию. Когда я присоединился к ним, у них было что-то около 15 траков, потом мы все вместе, всеми усилиями, сейчас у Манас Экспресса свыше 250 траков, и все еще является большой успешной компанией. Дальше, как это происходит очень часто в тракинге, компания делится, появляются новые подразделения, новые компании растут. KGZ Transport — это моего очень хорошего друга, моего
баджа по-нашему. Герой сегодняшней передачи – обычный парень из Кыргызстана, помогает повысить финансовую грамотность наших соотечественников, тем самым обеспечивая кыргызстанцев работой в Штатах. Выходец из Аша, единственный сын в семье, Тимур Тиленов – наглядный пример того, что невозможное возможно, если ты умен, трудолюбив и креативен. Клейм, потому что мы долго к нему шли. И все, дан с этим таском и идти уже дальше. Я не инвестирую в бизнеса, я инвестирую в людей, будь то это мои дети, будь то это мои сотрудники, будь то это мои клиенты или те бизнеса, в которых я участвую или выкупаю. Я инвестирую в людей, потому что я покупаю этот бизнес или нанимаю человека не из-за тех долларов, которые я заработаю, а из-за того, что он со мной будет в моей команде. И чаще всего, наверное, одна вещь, которая нас всех объединяет, это вот просто на кыргызском слово, наверное, все наши поймут, адамгерчилик. Вот, на русском, наверное, нет такого слова, которое прям хорошо выразит смысл, но это порядочность, доброта, честность и забота о других людях. Вот когда я вижу такого сотрудника или партнера или человека, то для меня это очень сильно важно. Вы, наверное, находясь здесь, скучаете по Кыргызстану, Да. по родным, по близким, да? Вот мы сейчас предоставим вам свободный микрофон, ваши пожелания, поздравления. Да, мы здесь, и я, и все мои друзья, которые переехали из других стран, мы все, конечно же, скучаем. Мы скучаем по семье, по близким, по родственникам, по городу, по улице своей, где вырос. И в тяжелые моменты сидишь и думаешь, блин, дома было бы полегче, дома было бы по-другому. Все-таки своя родина. Но родина, если ты можешь принести пользу родине, находясь вне ее, то это гораздо лучше, чем оставаться на своей родине, не приносить никакой пользы, а даже хуже использовать разные связи, коррупцию, воровать, недоплачивать налоги, что тоже, наверное, воровство. И это такая острая тема, особенно у нас, между кыргызстанцев, да, между кыргызов, то, что вот оставили родину, уехали, где вам тепло. Но именно поэтому мы здесь и пытаемся поделиться опытом, создаем рабочие места дома, отправляем деньги домой. В моем понимании это тоже помощь родине. И да, так получилось, то, что мы не в своей стране, но все больше сейчас понимаем то, что, наверное, родина это не маленькое место, где ты родился, а, наверное, родина это вся земля, все человечество, как бы это громко не звучало бы. И не может быть такого, что ты делаешь хорошее что-то только дома, а в гостях нужно плохо делать. Нет, нужно делать, все мы люди, у всех есть свои принципы и так далее. Поэтому, тем не менее, я бы сильно хотел, наверное, поблагодарить всех, кто просто помог мне, кто помогал мне, не обязательно прямо, но даже своим советом, даже своей жизненной позицией. Я слушал и думаю, вот так правильно, вот так неправильно. И у нас, не устану повторяться, у нас замечательные люди. Вот мы здесь, сколько здесь наций есть? Наверное, свыше 100 наций. Мы каждый день общаемся с разными, с СНГшными, не СНГшными. И все больше понимаешь, что у нас, честно, замечательная нация. У нас очень добрые люди, у нас очень отзывчивые люди. И вот эта культура, вот этот стержень, который дала нам Родина, мне в частности дал Кыргызстан, она и помогает мне по жизни добиться успеха. Хоть в Америке, я хоть куда поеду, я точно знаю, я не пропаду. Дорогой Тимур, спасибо вам большое за поддержку, за тот проект, который совместно с вашей помощью оказался успешным, надеюсь, в будущем и полезным для наших граждан.
И тем более вся передача, которая была, цикл передач, она даст нашим гражданам полезную и очень хорошие советы в будущем. В связи с этим вы знаете, что в прошлом году телеканала «Пирамида» исполнилось 30 лет. В этом году нам 31. Мы специально для наших близких партнеров сделали небольшие подарки, а также награды. Позвольте вручить. Классно, спасибо. Пожалуйста. Биринчиден, бұл обязательно бір қалпақ ала келгенбіз. Денсаулықта болыңыз, по традиции, чтоб дайыма өміріңіз ұзын болып, денсаулықта болып, бизнесіңіз өнігіп, үй бүлеңіз менен жақсы өмір сүріңіздер. Бұны қабыл алыңыз. Так. Так, наверное. Да. Да. О. Рахмат. Екіншісі болса біздің вот за хороший такой у нас есть именные награды. Пирамида телеканалын өнүктүрүүгө кошкон зар салымы үчүн ак ниет менен Тимур Силенов сыйланат. Бул биздин бөлүгүбүз. Классно. Рахмат. Да. Анан бул болсо эми биздин мына брендовый футболкабыз. 30 жылдык атайын чыгарганбыз. Оттан жакшы күндөргө. Да, обязательно. Чоң рахмат. Спасибо большое. Цвета классные. Очень стильно. Спасибо. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Денсаулыкта болуңуз. Спасибо большое. Надеемся, что у нас будет таких проектов будет много. Это только начало. Вдохновим множество людей, вдохновим нашу молодежь. Посредством обмена опыта покажем им то, что мечты сбываются. И так как ваша передача называется «Американская мечта», пусть у всех американская, кыргызская мечта сбудется. Спасибо. Спасибо.